Тем временем сложная эпидемситуация в стране не влияет на реализацию крупных инвестпроектов в Коми. Об этом общественникам рассказал исполняющий обязанности министра инвестиций, промышленности и транспорта республики Вячеслав Бадахов. Так, в области освоения лесов сегодня реализуются 6 инвестиционных проектов. Вместе они обеспечат суммарный рост объема лесозаготовок до 2,4 миллиона кубометров в год. А рост производства пиломатериалов достигнет почти 700 тысяч кубических метров. Идет работа по включению новых 4 проектов в перечень приоритетных с общим объемом инвестиций почти 12 миллиардов рублей. У нас, в отличие от той же самой Европы, европейской части, у нас достаточно низкая плотность населения, поэтому перенос вируса у нас, условия переноса вируса для вируса гораздо хуже, поэтому это положительный эффект для Республики Коми и для инвесторов. Ну а в части планов инвесторов, планы сохраняются, потому что на инвестиционную привлекательность в принципе республики это никак не сказывается, потому что это общемировой на сегодня тренд, и он будет преодолен в ближайшее время в любом случае. Какие-то, может быть, там непосредственно несущественные тактические издержки, они могут быть с учетом, скажем так, внесения в план-график, но это не меняет стратегических планов. Вячеслав Бадахов рассказал и о существующих мерах для повышения инвестиционной привлекательности региона. Это субсидирование части затрат на транспортировку продукции, кредиты по сниженной ставке, займы на создание новых производств, инвестиционные налоговые вычеты и многое другое. Исполняющий обязанности министра затронул и вопрос о включении Инты, Воркуты и Усть-Цилимского района Коми в состав арктической зоны России. Включение Инты и Усть-Цилима позволит повысить инвестиционную активность не только в муниципальных образованиях, но и в регионе в целом. Позволит привлечь инвестиции, в том числе иностранные, с учетом введения арктических налоговых режимов. Среди потенциальных перспективных проектов это поиски, разведка и разработка месторождения углеводородного сырья, переработка природного газа, речь о Тимано-Печорской газовой компании, геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья в пределах Качмерского, 10 Южно-Поварницкого участков. Проекты направлены на освоение новых, перспективных, в том числе угольных месторождений, муниципальное образование, городское образование Воркута. Проект указа президента России о расширении арктической зоны и включении в нее Воркуты, Инты и Усть-Цилимского района уже прошел независимую антикоррупционную экспертизу в Минюсте России. Сейчас он находится на согласовании в Российской академии наук. Срок внесения в правительство страны – первое полугодие 2020 года.